Время новостей Татарстана на ТНВ. В студии Алексей Калиничев. Добрый вечер. И вот о чем пойдет речь. Полноводный юбилей. Настроение отличное, хотя хоть дождик. Как свое 50-летие отпраздновал Нижнекамск нефтехим, расскажет Дмитрий Аринин. Пора открытий. Почему визита президента ждали одновременно 3 района, выяснял Рамиль Шайдуллин. За долги поплатились животными. Арестованы скота, значит, мясного направления отделения Тиньках. У предприятия Камского устья арестовали больше 800 животных. О ситуации Альбина Минибаева. 266 человек погибли на дорогах с начала года. Обстановка на дорогах, туманность, слякоть, грязь, дождь. О нововведениях, которые сделают дороги республики безопаснее. Альбина Аслагараева. Отличник, которому 10 раз по 5 свой полувековой юбилей празднует первенец большой химии Нижнекамск нефтехим, крупнейший в стране производитель синтетических каучуков и пластиков. Сегодня вместе с предприятием с самого утра гуляет и весь город на Каме, который, собственно, и рос вместе с промышленным гигантом. Масштаб празднования оценил Дмитрий Аринин. И погода сегодня была не в силах испортить праздник. Чуть утро осветил установок Нижнекамск нефтехима верхушки, юбилейный антураж тут как тут. Праздник пришел парадом. В колонну выстроились чуть ли не все предприятия и учреждения города. Юбилей у вас! Чувство гордости за свое предприятие, то, что ему 50 лет. Со дня выпуска первой продукции. Настроение отличное, хотя хоть дождик. Такое пришествие праздничных торжеств перекинулось на множество площадок города. Так площадь имени Лимаева показала свой новый облик после реконструкции. А в Ледовом дворце собралась многотысячная аудитория торжественного представления в честь юбиляра. Здесь спел и Лев Лещенко. Лучшим работникам Нижнекамск нефтехима Рустам Миниханов вручил государственные награды, а весь коллектив предприятия получил орден за заслуги перед Республикой Татарстан. Также выдающиеся сотрудники предприятия получили почетные грамоты группы компаний «Таиф». Многие нижнекамцы не мыслят свою жизнь без тротового комбината. Сформированы многолетние трудовые династии. Поэтому символично, что сегодня юбилей Нижнекамска нефтехима и День города мы отмечаем вместе. Аплодисменты, в том числе и городу Нижнекамску. Со словами благодарности отмечаю участие Нижнекамска нефтехима, который входит в группу компании «Таиф» в реализации республиканских социальных программ и благотворительных проектов. Сейчас Нижнекамск нефтехим, входящий в группу компании «Таиф», это 10 крупных производств, где трудятся 15 тысяч человек. Их трудами создаются 150 наименований продукции, от моющих средств до автомобильных покрышек. В минувшем году чистая прибыль предприятия превысила 25 миллиардов рублей. Уважаемые нефтехимики, дорогие друзья! Сегодня в семье Нижнекамск нефтехима прибавление. Открылось новое производство высококонцентрированного формальдегида. Сегодня мы запускаем новую установку по производству формальдегида. Это производство позволит увеличить выпуск синтетического каучука изопренового до 330 тысяч. Но это не предел. Впереди много новых задач. Свое дальнейшее развитие Нижнекамск нефтехим связывает с расширением действующих и строительством новых производств. Несмотря на непогоду, праздничные мероприятия будут идти в городе целый день. А вечером всех ждет грандиозный концерт, где споют и сыграют российские звезды. А завершением по традиции станет праздничный салют. Дмитрий Аринин, Александр Лобанов, ТНВ, Нижнекамск.
Итак, вечером народные гуляния в Нижнекамске продолжились. На Майдане. Чтобы отдыхающим было легко добраться, организованы бесплатные автобусы. Здесь выступают местные артисты и коллективы города. В продолжении зрителей ждет концерт от звезд российской эстрады. Поздравить нижнекамцев с Днем города и всех химиков с полувековым юбилеем предприятия приехали Елена Темникова, Би-2 и Глюкоза. Совсем скоро вечернее небо Нижнекамска озарит праздничный салют. Другой промышленный гигант Татарстана КАМАЗ сегодня передал обновленный электробус на эксплуатацию в Москву. Соответствующий сертификат вручил генеральный директор КАМАЗа Сергей Когогин представителям комитета по транспорту. Новый транспорт будет тестироваться в столице 2 месяца. У него запас хода без подзарядки 70 километров. Машина может работать при очень низких температурах. Если при использовании электробуса к нему не будет замечаний, Москва может закупить у КАМАЗа еще 100 таких машин, надеются сотрудники автогиганта. Электробусу достаточно сложно конструктивно работать в условиях низких температур. Вот мы эту проблему решили. Решили проблему комфортности входа-выхода. Ну и постарались по параметрам массы-габаритным учесть тоже все пожелания нашего заказчика. Урожай картофеля не порадовал, выгодные кредиты спросом не пользуются, а вот программа по самообложению будет продолжена. Сегодня во время своего визита в Заказание Рустам Минниханов обратил внимание на эти актуальные вопросы. Он побывал сразу в 3 районах – Балтасинском, Кукмарском и Сабинском. Сельские будни в репортаже Рамиля Шайдуллина. Страничка президента полна детского смеха. Сегодня в его инстаграм дети нескольких районов. Дошколята села Старая Салаусь начали ходить в обновленный садик. В этом году в здании прошлого века провели капремонт. Где цифра 2? Молодец. А Верхнеотарский интернат за 1,5 года практически отстроили заново. Здесь появился новый 5-й корпус для детей с ментальными нарушениями. Теперь ребята питаются, занимаются и принимают процедуры в одном здании. У нас была школа тоже, ну такая у нас жилплощадь, учебные классы вообще не хватило. А сейчас все условия. Они появились через полвека. Президент поздравил работников и ветеранов с их общим юбилеем. Интернату 55, а вот зданию в Кукмарах нет и дня. В районе открыли новую Академию творчества. То, что надо будет докупить, вот сертификат на 100 тысяч мы дарим. Гуляк. Это не новые дома, но тоже результат. Балтасинцы собирают урожай. Урожай картофеля с полей хозяйства еще до домашних огородов. Так картофель убирают в промышленных масштабах. 146 гектаров опустеет со дня на день. Пусть его и убирают машинами, но перебирают вручную. Картошка требует особого отношения. Раньше картошка была примером, в этот раз она мелковата. Или это поле такое? Наверное, и поле такое, и картошка. То ли подводила погода, то ли устало поле, но картофель никак на подбор. Обычно передовые балтасинцы сдали не только по овощеводству. Район не берет субсидии на молочные фермы. При выгодных условиях для развития животноводства это непростительно. Нужно начинать строить сразу 10 комплексов. А вот в Сабах стройка только закончилась. Здесь открыли новый МФЦ. В одном здании можно заплатить налоги, получить услуги МВД, ГИБДД, обратиться в пенсионный фонд. Как специалисты начинают работать, оценил и президент. Рамиль Шайдуллин, Ринат Сафин, ТНВ, Балтасинский, Кукмарский, Сабинский районы. Молочные фермы есть, а доходов нет. За долги в Камско-Устинском районе под арест попали животные сельхозпредприятия «Идель». Судебные приставы их арестовали из-за большого долга компании. Здесь разным инстанциям задолжали около 21 миллиона рублей. Альбина Минибаева выясняла, как компания планирует выплывать из финансовой западни. Вот свет отключили. Свет это не заплата, наверное, что-то долги, наверное, да. В офисном здании компании «Идель» немноголюдно. Здесь обычно находится руководство сельхозпредприятия, чьи животные сейчас под арестом. Вместо прибыли фирма накопила долги в 21 миллион рублей. Откуда столько, в компании сегодня некому было объяснить. Расчетный отдел, видимо, как раз-таки тот, который отвечает за финансы и деньги. Нет абсолютно никого. Здесь у нас приемная. Посмотрим, может быть, здесь кто-нибудь, ну, как видно,
Кромешная темнота. Как нам объяснили, сегодня руководство находится в Казани, поэтому офис полупустой. Однако о ситуации с долгами осведомлены в профильном управлении района. На сегодняшний день арестованы скота, значит, мясного направления отделение Тиньках 301 голова и отделениях Осинники 539 голов. Это более 800 голов. За них продолжают отвечать сотрудники сельхозпредприятия. Они их выводят на пастбище. Арестовали только быков, поэтому компания вправе реализовывать молоко. Реализация молока как бы не стоит препятствие какое-либо, чтобы реализовывать молока, продать молока как бы нет. Они в добровольном порядке, как они реализовали раньше, так и реализуют. Поэтому у компании остаются источники доходов. По версии сельхозуправления района, в течение месяца предприятие выплывет из финансовых долгов. Ежемесячно от производства продукции животноводства получается где-то около 20 миллионов доход. Вот от этого прибыли мы уж закрываем. Все это время животные останутся под контролем приставов. 2 месяца есть у компании, чтобы освободить КРС от ареста. Альбина Минибаева, Ильшат Мухаметов, ТНВ, Камско-Устинский район. 266 человек погибли на дорогах республики с начала года. Если сравнить, то это население одной деревни примерно. Среди них 12 детей. Сегодня страшные цифры обсудили в Доме правительства. Здесь заседала комиссия по безопасности дорожного движения. Какие районы возглавляют антирейтинг и для чего на дорогах появились шумовые полосы? Подробности у Альбины Асылгараевой. Эта трагедия произошла в Заинском районе. В результате столкновения КАМАЗа и пассажирского автобуса погибли 14 человек. Авария, унесшая жизнь мотоциклиста, случилась буквально на этой неделе в центре Казани. Байкер выехал на встречную полосу, въехал в автомобиль и получил травмы, несовместимые с жизнью. Всего с начала года на дорогах республики погибли 266 человек, из них 87 на федеральных трассах. Основная причина роста именно погибших по федеральным трассам – это именно выезд на встречную полосу, не связанный с обгоном. То есть очень много людей, особенно в летнее время, когда перемещаются с юга или на юг, когда едут отдыхать, очень много засыпает. И, соответственно, происходит или опрокидывание на обочину, или выезд на полосу для встречного движения. Как раз для профилактики таких ДТП на участках федеральной трассы появились шумовые полосы. При заезде на них машину начинает сильно трясти. Суть в том, что если водитель случайно уснет за рулем и съедет на обочину, вот это вот дребезжание должно его разбудить. Самый опасный день недели – среда, самое опасное время с 10 до 11 часов вечера, говорят автоинспекторы. Причины ДТП все те же – пьяные за рулем, выезд на встречную полосу и превышение скорости. Сбивают пешеходов на неосвещенных участках дорог. Обратите внимание на безопасность. В связи с началом школьного сезона поставил задачу Шамиль Гафаров. Я хотел бы услышать, а когда вы формировали портфели первоклассникам, вы учли этот вопрос? Да, там был отражающий элемент. Это в части тех, кто, соответственно, участвовал в акции «Помоги собраться в школу». Да. Сделать дороги безопасными значит создать необходимую инфраструктуру. Строятся переходы наземные и подземные, устанавливаются дорожные знаки и столбы освещения. Появляется разметка. Совместно с ГИБДД были разработаны планы мероприятий. Мероприятия включали в себя снижение скоростного режима, изменение схем дислокации дорожных знаков, разметка, устройство искусственного освещения. На сегодняшний день все мероприятия по данным очагам аварийности реализованы в полном объеме. Дисциплинировать водителей призваны и видеорегистраторы. К слову, сейчас в планах республиканского ГИБДД объединить все камеры автодории в единую систему. То есть можно будет вычислить среднюю скорость не только на определенном участке, но и на протяжении всего пути. К слову, в следующий раз комиссия проведет выездное совещание в самом аварийном районе республики. Альбина Асылгараева, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань. Сокрушительный ураган Ирма поставил под вопрос безопасность 5000 российских туристов в Доминиканской республике. Среди них оказались и сотрудники нашей телекомпании. Еще вчера по телефону они сообщали, что ураган обойдет их стороной, пока из повреждений на территории отеля лишь упавшие фонари. Однако сегодня наши коллеги не выходят на связь. Власти Доминиканы объявили обязательную эвакуацию в районах, где был объявлен наивысший красный уровень тревоги. Вы смотрите новости Татарстана, и вот о чем далее. За детей доплатят. Кому-то, вот я знаю, что прибавили 500 рублей, кому-то 1000 прибавили. Это же мне неплохо. Кому следует ждать надбавки к пенсии, выясняла Александра Севастьянова. Дети блокады. Страшный визг, грохот. Они разрывались прямо вот
на этой площадке. Истории тех, кто выжил в осажденном Ленинграде, услышала Лина Зинатуллина. Премия от президента Казахстана за значительный вклад в развитие и продвижение исламского финансового рынка президент Казахстана Нурсултан Назарбаев наградил глобальной премией Рустама Минниханова. От лица президента республики премию получил вице-премьер Василь Шихразиев. Первая такая премия была вручена в 2011 году. Она является одной из основных наград в индустрии исламских финансов. Пенсионерам доплатят за декрет, то есть за то время, которое они потратили на уход за своими детьми. Новые льготы предоставляет Пенсионный фонд. Теперь по закону пенсионеры, у которых есть дети, могут претендовать на прибавку. Но достанется она не всем. Кому действительно стоит ждать надбавки, выясняла Александра Севастьянова. А вдруг копейка придет? Говорит Назия Голубева. Решила попытать удачу и обратиться в пенсионный. А вдруг льготы и ей положены? Мне уже сказали, что вряд ли я получу. Потому что у меня всего один ребенок. Ну, не получу, но попробовать можно. Попробовать решила и Галина Фатхиева. У нее 2 детей. В вопросе новой прибавки этот момент принципиальный. Выгоден перерасчет в основном многодетным семьям с 3 и более детьми. Причем учитывается период ухода за ребенком только одному родителю. Кому-то, вот я знаю, что прибавили 500 рублей, кому-то 1000 прибавили. Это же, извините меня, неплохо. Конечно, рубль смешно, но 500 рублей все-таки, извините меня, для пенсионеров деньги. Перерасчет может быть выгоден не всем пенсионерам. Но опять-таки в Пенсионном фонде напоминают, если сумма пенсии после операции уменьшается, ее просто не будут делать. Обратиться за уточнением могут все. Заявление оформляется в клиентских службах Пенсионного фонда по месту жительства. Для подачи заявления при себе необходимо иметь паспорт и свидетельство о рождении всех детей с отметкой о выдаче паспорта. Срок услуги не ограничен. Как правило, самая частая прибавка – это 200 рублей. Все зависит от индивидуальных показателей, от уровня заработка, от продолжительности стажа, от суммы страховых взносов, которые учтены для определения размера пенсии. То есть каждый перерасчет в отношении каждого человека, он очень индивидуален. А вот самая большая надбавка пока 1500. При этом перерасчет не делают тем, кто вышел на пенсию после 1 января 2015 года. Они сразу выбирали наиболее выгодный для себя вариант. Александр Севастьянов, Амир Залюшев, ТНВ, Казань. 872 дня ужаса. В этот день, 76 лет назад, началась блокада Ленинграда. Страшный голод, холод, бомбы и пули врага. В городе, отрезанном от всей страны, сотнями тысяч гибли люди, ломались судьбы, сиротели дети. Истории тех, кто выбрался из этого ада живым, сегодня услышала Лина Зинатуллина. Ленинград. Преграда на пути фашистов к победе. Город закрывал немцам дорогу к Балтике, Мурманску и Архангельску. Приказ фюрера четкий – стереть Ленинград с лица земли. Гитлер решает взять город в осаду с расчетом, что он быстро сдастся. Но не сдался. 872 дня – это блокада Ленинграда. Людмила Зотова хорошо запомнила первую бомбежку. Маленькой девочкой она играет на улице с другими детьми. В небе самолет. Дети, как обычно, радуются и машут руками. Вот только на бортах не звезды, а свастики. А дальше визг, грохот и град из бомб. Они разрывались прямо вот на этой площадке. Все стали разбегаться. Но когда кончилась эта бомбежка, то вид этого места был ужасен. Вместо того, чтобы вот этих веселых маленьких детей, которые вот только что бегали и прыгали со мной, были куски тела. Их 6, тех, кто сегодня собрались в школьном музее вспомнить те годы. Тех, кто пережил ужасы блокады и остался жив. Эвакуированный в Казань в 1942 году Сергей Карпенко прожил в осажденном Ленинграде год. И сильнее в память врезался лишь день спасения. Огромный буксир и первая за долгое время каша. Я говорю, а у меня сегодня день рождения. И бах, 2-ю порцию каши. Чего делать нельзя было. У меня через 5 минут кровь снизу и сверху. И на палубе я смотрю уже, эта палуба приближается такая чистая, солнцем освещенная. И память капут. С детьми блокады сегодня уже нынешние школьники. Цветы к мемориалу выжившим и погибшим в осажденном Ленинграде возлагают вместе, чтобы молодые помнили подвиг жителей города-героя. Лина Зинатуллина, Данил Филатов, ТНВ, Казань.
Ограниченные возможности здоровья не должны ограничивать в выборе работы. Только за 7 месяцев нашли новые места работы 1000 человек. К 2020 году в республике должен быть трудоустроен уже каждый второй с проблемами здоровья. Какие возможности дает республиканская программа для особенных людей, расскажет Алина Бережная. Почтовое отделение Казани. С расфасовки почты начинается рабочий день почтальонов Фариды Ибраевой. Работать приходится и в дождь, и в холод. Ежедневно она разносит корреспонденцию в 50 домов. Сумка, где 500 писем, весит не меньше 40 килограмм. Благо, стали тележки выдавать. Мы по-старому ходим. Вот, например, надо к 8 ходить, а я как привыкла уже к 6 раньше ходили, так и ходим. Но до 3 работаем. В 2013 году у Фариды Ибраевой случился инсульт, но работу не бросила, попала под республиканскую программу, где предусмотрены квоты для инвалидов. Сегодня в почтовых отделениях Казани работает 24 таких сотрудника. У нас в управлении почтовой связи, в нашем филиале, в целом по республике, есть 145 квотированных рабочих мест для инвалидов. А в этом году, в 2017, этот список увеличился еще на 28 мест. В этом году для инвалидов на предприятиях Казани выделили 155 рабочих мест. Из них 67 уже заняты. После того, как квоту устанавливают, мы согласовываем с администрацией города. Согласованную с администрацией города отправляем в Минтруд. Минтруд как бы перепроверяет за нами, да, правильно ли мы установили квоту. И мы рассылаем письма по организациям, что организациям работодателям установлено столько-то человек, в размере 2 человек, 3 человек в течение года. Эта программа действует в республике с 2006 года. В 2017 на ее реализацию выделили более 7 миллионов рублей. Алина Бережная, Марат Зайдуллин, ТНВ, Казань. Одна из крупнейших киноиндустрий мира, египетская, готова сотрудничать с татарстанскими режиссерами. Сегодня, в 4-й день работы Казанского международного фестиваля мусульманского кино, продолжаются показы конкурсной, внеконкурсной и параллельных программ. Сейчас в кинотеатре «Киномакс» проходит ретроспектива фильмов Николая Досталя. Сегодня состоялась пресс-конференция с режиссерами номинации «Игровой фильм» с участием Рахмату Кейта, представившего фильм «Обручальное кольцо», и кинематографиста из Египта Ашфар Латфи. Это то, что мы хотим отдалиться уже от американских фильмов, а начинать развивать уже наше национальное кино. Как мы в Египте хотим работать в этом направлении, так я увидела, что у вас и в Казани очень много делают в этом направлении. Поэтому вот мы как раз хотим развивать свое национальное кино и делать обмен в этой области, то есть чтобы у нас знали о вас и у вас знали о нас. Обзор спортивных событий, информация о погоде на завтра завершат выпуск. Я же прощаюсь с вами до следующего. Он выйдет в 21:30. Всего вам доброго. Мы вместе делаем радио. Ты выбираешь лучшую музыку. Ты выбираешь новости онлайн. Спасибо за твой выбор. Болгарадиосы. Мы первые в Татарстане. С 13 по 19 сентября в Уфе пройдут долгожданные гастроли татарского театра Галяскара Камала. Легендарный театр из Казани привезет 10 лучших спектаклей. Билеты в кассах театров Гафури и Русского драматического для зрителей старше 12 лет. На старт, внимание, надо брать! В «Пятерочке» уникальная акция «Надо брать». Шоколад вдохновения в ассортименте 100 грамм по 55 рублей. «Пятерочка». Надо брать. Поехал за мебелью, выиграл квартиру. Розыгрыш призов на 4 миллиона рублей. Мебельград. Клиника Фармте. Радиоволновое лечение аденомы и простатита на израильском аппарате Термекс. Без боли, без операции. За один сеанс. 292 66 77. За выгодными ценами в Вессон. Колбаса московская варено-копченая 300 граммов за 109 рублей. Баклажаны 1 килограмм 29 рублей 90 копеек. Акция действует с 5 по 11 сентября в гипермаркете «Эссен». Действительно выгодно. Эссен. Знаешь, кто самая красивая? Теперь ты с гиалуроновым кремом Либридерм. Мам, Барсик опять грустный. А давайте удивим Барсика и построим для него домик. А крышу мы сделаем как у нас, из отличного материала. Ведь Барсик, как и мы, такой требовательный. Стальной шелк. Надежная металлочерепица для любого дома и климата. Гарантия Северстали 25 лет.
Казанские стальные профили. 241 03 03. 241 03 03. Добрый вечер. Новости спорта на ТНВ, в студии Алмаз Гафиятов. Футболисты «Рубина» продолжают подготовку к 9-му туру российской премьер-лиги. Команда Курбана Бердыева отправилась в Москву. До этого игроки провели тренировку на своей клубной базе. Напомним, команду пополнил хорошо всем известный испанский защитник Цезарь Навас. Возможно, на поле мы его увидим уже в матче против «Спартака». Эту встречу обслужит бригада арбитров во главе с 36-летним Сергеем Лапочкиным из Санкт-Петербурга. Пока «Рубин» занимает 5-ю строчку в турнирной таблице. В активе казанцев 14 очков. У наших соперников 9-е место и столько же набранных баллов. Встреча «Спартак-Рубин» состоится завтра, 9 сентября, на стадионе «Открытие-арена». Начало в 19:00. Прямую трансляцию смотрите на нашем телеканале. А на территории города-курорта Свияжские холмы пройдет суперфинал Всероссийского чемпионата гонки героев. Популярный забег с препятствиями на этот раз в формате полноценного турнира. Около 500 участников из Крыма, Донецка, Санкт-Петербурга, Москвы и других городов, прошедших региональные отборочные этапы, выйдут на 10-километровую трассу. Чтобы преодолеть свыше 20 препятствий и побороться за солидный призовой фонд. В этом году размер денежного приза составил 1 800 000 рублей. Достойная награда для тех, кто выйдет победителем в одной из 4 категорий: мужской, женской, парной или командной. За время своего существования гонка героев посетила свыше 20 регионов, объединила сотни тысяч единомышленников, открыла для жителей России такой необычный формат активного отдыха, как гонки с препятствиями. Тем временем в Набережных Челнах состоится Камский веломарафон. Массовое мероприятие пройдет на 4 площадках, начало завтра в 10:30. К участию в марафоне приглашаются все желающие, независимо от пола и возраста. Заезды будут организованы для всех возрастных групп. Дошкольники будут соревноваться на стадионе ДЮСШ «Виктория» и у стадиона «Строитель». В парк культуры и отдыха поселка ГЭС приглашаются школьники Комсомольского района, люди с ограниченными возможностями здоровья и представители старшего поколения. Для каждой категории в парке будут организованы заезды на 2 километра. Массовый заезд для всех желающих будет проходить также на 5000 метров и начнется в 12:15. И это все новости спорта к данной минуте. Будьте здоровы и занимайтесь спортом. До свидания. Здравствуйте! О погоде после полезной информации. С 1 сентября 2017 года санаторий Ассе Республика Башкортостан объявляет акцию «Осенний ценопад». Цены падают вместе с листьями. Цены на путевки снижены до 20%. Все подробности по телефону 8 906 100 30 50. С 1 сентября санаторий «Ассы» снижает цены до 20%. Также скидки для пенсионеров 5%. Все подробности по телефону 7 85 15. Код города 34 792. 8 906 100 30 50. По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Татарстане пасмурная и прохладная погода сохранится. На юго-востоке, в Бугульме, Бавлы и Азнакаево будет облачно, пройдут дожди. Температура воздуха в ночное время +9, днем воздух прогреется до 16 градусов. Пасмурно и дождливо и на северо-востоке Татарстана. Ночью +11, днем столбики термометров покажут +16. На севере Татарстана, Мензелинске, Агрызе, Менделеевске облачно, без осадков не обойдется. Ночью +11, днем до 16 тепла. На северо-западе, в Арске, в Кукмаре, Балтаси также пасмурно, пройдут дожди. Ночью +9, днем около 15 градусов тепла. На юго-западе, в Болгаре, в Буинске, Дрожжаном также облачно и дождливо. Ночью +9, днем +16. Для жителей центральных районов Татарстана 9 сентября будет пасмурным, пройдут дожди. Ночные температуры около 10 градусов тепла, днем +16. В последующие дни станет еще прохладнее, осадки не прекратятся. И еще одна полезная информация. Кухни, шкафы-купе, спальни и гардеробная. Любая корпусная мебель по вашим размерам. Только до конца сентября при заказе кухни сушилка и мойка в подарок. При заказе шкафа-купе комод в подарок. Доставка и установка бесплатные. Данил Мастер, город Казань, Восстание 23, телефон 2 167 166.
О погоде в столице. Предстоящей ночью в Казани без осадков, плюс 10-12. Днем пройдет дождь и около 15 градусов тепла. Ветер западный порывистый, до 8 метров в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы. Влажность воздуха 93%. Ожидается магнитная буря. Берегите свое здоровье. Это вся информация к данной минуте. В студии была Лейла Латыпова. Увидимся на ТНВ.